Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшевшара. Я и мои коллеги из службы новостей готовы подвести итоги и рассказать о самых важных событиях в стране. И сегодня в выпуске. Абхазии безвозмездно передано 5 новых машин Нива меценатом, президентом Федерации спортивной борьбы Сочи Робертом Татуляном. Издан сборник административно-территориального отделения Абхазии. Городам, районам, селам и поселкам присвоены соответствующие коды. Банк Абхазии выпустил в обращение 6 памятных монет Герой Искандера из серии «Выдающиеся личности Абхазии». Президент Абхазии Аслан Бжаня вернулся из отпуска и приступил к исполнению обязанностей в обычном режиме, сообщает пресс-служба главы государства. Утром Аслан Бжаня провел совещание с руководством администрации президента и начальниками управления. Аслан Бжаня принял участие в церемонии передачи автомобилей Нива, безвозмездно переданных республике меценатом, президентом Федерации спортивной борьбы Сочи, другом Абхазии Робертом Татуляном. В мероприятии также участвовали заместитель спикера парламента Ашот Минасян, депутаты Галус Трапезанян и Ливон Галустян. Всего передано 5 машин. Автотранспорт будет предоставлен в пользование Абхазской православной церкви, Чемчирской школе-интернату, администрациям сел Аракичи и Агараки, а также армянской общине Абхазии. В течение 2 недель будет передано еще 6 аналогичных автомобилей и 3 школьных автобуса. Это мы считаем, что в первую очередь это восточная часть, абхазский интернат. Мы там никогда не помогали, мы решили помочь. Мы решили также помочь Ачамчирскому району, армянской общине. Передаем машину тоже дар Арагич, главе села, и один из руководителей армянской общины Ачамчирского района. Мы передаем машину Гудовский район, село Агараки, главе администрации и депутату районного собрания. Одновременно эти непосредственно тоже один из руководителей армянских общин. 4-ю машину мы передаем батюшку Виссариону. Мы считаем, что это будет достойно. Это у нас сейчас 5 машин мы даем. Плюс через несколько дней мы еще привезем 2-ю партию. Плюс мы купили, еще для детских школ, для детей еще несколько автобусов. Я вас поздравляю. Спасибо. Держите, большое. Это вам, чтобы это все у вас счастье детям принесли. Спасибо большое, спасибо. Можно я скажу? Да. От имени Министерства просвещения и языковой политики выражаем вам особую благодарность за вашу материальную такую поддержку. Знаете, приятно отметить, что есть такие люди, которые готовы оказать помощь и протянуть руку помощи. Это вам. Очень хочется, чтобы это все на счастье было. Сей человек, он всегда делает бескорыстно. И чтобы люди научились делать что-то доброе бескорыстно, чтобы не ждать, что взамен что-то получу. Вот как это делает он. Я очень рад и благодарю. И дай Бог, чтобы так научились все делать. И тогда будет у нас мир всем. Создана рабочая группа, которая будет отрабатывать варианты упрощения режима пересечения абхазо-российской государственной границы. В рабочую группу вошли депутаты и представители профильных ведомств Абхазии и России. Как сообщает медиацентр МИД Абхазии, деятельность рабочей группы на базе Госдумы России нацелена на недопущение повторяющихся задержек при переходе абхазо-российской границы. По итогам деятельности Министерства по налогам и сборам и инспекции по городу Сухум и районам за 5 месяцев текущего года в бюджет поступило налоговых платежей на сумму 1 миллиард 291 миллион рублей при плане в 936,3 миллиона. Выполнение составило 138%. Выполнение плана за май месяц составляет 127%.
Госкомитет по статистике издал сборник административно-территориального отделения Республики Абхазия. Городам, районам, селам и поселкам присвоены соответствующие коды, а также составлен их список на абхазском и русском языках. Подробности в нашем следующем репортаже. Сборник по административно-территориальному делению Республики Абхазия издан давно. Однако с течением времени возникла потребность переписать и переиздать его. Новая книга вышла в 2022 году. В усовершенствованном издании в алфавитном порядке представлены районы, города, поселки, села и населенные пункты Абхазии. Статистический классификатор административно-территориального деления, он используется во всех государствах. У нас он тоже существует, уже давно существует. И использования он еще не имел на практике. Теперь с учетом того, что мы, как и все государства, переходим на цифровизацию, естественно, коды статистики, они все больше и больше будут использованы в практической деятельности. Утвердили коды статистики уже давно, но его использование и какие коды, это практически кроме органов статистики было никому не известно. Коды присвоены городам и администрациям сел. Поселки и небольшие населенные пункты кодов не имеют. То, что касается процесса делопроизводства, сейчас все администрации имеют свои счета. У нас в Абхазии 110 администраций на сегодняшний день. И когда идет обслуживание казначейской системы и так далее, всегда будет требоваться в будущем коды, потому что это процесс цифровизации. Коды в соответствии с начальником отдела IT-программ, он разрабатывал эти коды, утвержденные они тоже сообразно названию районов, кому оно было присвоено, четко проставили и тоже стоит. В издании вошли решения по административно-территориальному делению республики, принятые парламентом Абхазии в период с 1992 года по настоящее время. Книга издана на 2 языках – абхазском и русском. Одними из самых важных вопросов являются вопросы топонимики. Ведь нередко случается так, что названия городов и населенных пунктов произносятся или пишутся неправильно. То, что касается топонимики, здесь в сборнике названия на абхазском языке и на русском. Но бывает иногда вольная интерпретация некоторых работников, служащих, когда абхазское звучание не совсем соответствует, скажем, написанию на русском языке, и бывают часто ошибки. Поэтому здесь все, как парламентом было принято, так и оно и написано. То есть окончание, правильность и так далее, все в этом сборнике дано четко и правильно. Глава книги, посвященная земельному кадастру, нуждается в доработке. В сборнике прописаны только границы районов. Это не окончательные территории, границы территории, квадратура и так далее. Дело в том, что здесь даны территории районов, но ни сел, ни администрации сел. Потому что работа еще ведется, кадастр еще не завершен. Когда будет все завершено, наверняка мы, если будет такая возможность, пересмотрим. Кадастровая палата, депутаты и специалисты комитета по госстатистике проделали большую работу для издания книги. Сборник по административно-территориальному делению Абхазии будет роздан всем главам администрации, районов, городов, сел и поселков. Гугу Цавардания, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. С 6 по 17 июня Республиканский центр повышения квалификации и переподготовки при АГУ проводит курсы повышения квалификации для учителей начальных классов. Это лекции, тренинги, беседы, мастер-классы, практические и теоретические занятия, которые ведут профессора и преподаватели филологического факультета, а также приглашенные педагоги общеобразовательных школ. В первый день занятий директор Центра повышения квалификации и переподготовки специалистов Медея Чингели рассказала о структуре работы центра. Она отметила, что целью этих курсов является совершенствование компетенций учителя в области преподавания и повышения его профессионального уровня. Пожелала участникам курсов творческой работы и взаимопонимания и успехов.
В Сухуми отметили день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Традиционно цветы возложили к памятнику великому русскому поэту в центре столицы Абхазии. Сюда пришли политические и общественные деятели, представители творческой интеллигенции. Также в Ботаническом саду у древней Липы, ставшей центром поэзии и творчества, прошел литературный вечер. Идея проведения пушкинских чтений в Ботаническом саду принадлежит народному поэту Абхазии Мушни Ласурия. И это не случайно. Основатель Ботанического сада в Абхазии генерал Николай Раевский был другом Пушкина. И Липа, под которой проводятся чтения, уже давно стала местом, где звучит абхазская и русская поэзия. У самого Мушни Таевича особые отношения с Пушкиным. Он перевел на абхазский язык роман Евгений Онегин. И вот уже более 10 лет, как Мушни Ласурия читает здесь собственные переводы произведений Пушкина. В рамках мероприятия перед зрителями выступили ученики сухумских школ, которые прочли стихотворение Пушкина и показали представление по его произведениям. Банк Абхазии выпустил в обращение 6 памятных монет Героя Искандера из серии «Выдающиеся личности Абхазии». Монеты, на которых изображены герои произведений Фазиля Искандера, отчеканены в 2019 году, к 90-летию со дня рождения писателя. Их диаметр 39 мм. Сделаны они из серебра 925 пробы. Монета Фазиль Искандер «Молельное дерево» номиналом в 100 абсар. Остальные 5 – это хабук, сандро из чегема, чик, кролики и удавы и широколобый в 10 абсар. Всеми любимые герои известных сочинений Фазиля Искандера нашли художественное воплощение в новой серии монет Банка Абхазии. Национальный банк выпустил в обращение 6 памятных монет Героя Искандера из серии «Выдающиеся личности Абхазии». Автор – художник Адгур Дзидзари. 5 монет – хабук, сандро из чегема, чик, кролики и удавы, широколобы номиналом в 10 абсар, а одна – Фазиль Искандер «Молельное дерево» в 100 абсар. На первый взгляд это очень разные персонажи, однако их объединяет одна очень интересная особенность – это умение мыслить самостоятельно. И тут у нас уже как раз-таки открывается полная палитра. То есть Чик обладает обостренным чувством справедливости, он умеет сопереживать, и он тонко подмечает фальшь взрослых. Дядя Сандро, он с изящным артистизмом избегает нудной рутины жизни. Дед Хабук символизирует патриархальную Абхазию. Он пользуется большим авторитетом, но не зависит от общепринятого мнения. Например, он ездит на непрестижном муле. А кролик, по имени задумавшийся, отказывается следовать привычному ходу вещей. А буйвол широколобый – это символ силы, гордости, справедливости и свободолюбия народа Абхазии. Также у нас есть центральная монета – это молельное дерево. Она больше по своему диаметру, это 60 мм, это самые большие монеты. Ассоциируется как полусожженная, обезлюдевшая после Кавказской войны Абхазия. В руках у директора музея Астамура Тания памятная монета «Широколобы». Всю центральную часть композиции занимает изображение плывущего буйвола. Пена, образовавшаяся вокруг него, напоминает крылья, символизирующие свободу. По периметру сверху надпись «Абснабанк». Снизу номинал монеты «Жапсарк». Год чеканки 2019. А в середине с правого края монетного поля герб Республики Абхазия. Здесь есть ряд новаций, которые ранее не использовались при чеканке памятных монет Республики Абхазия. Вот, среди них, первое, что бросается в глаза, видите, вот здесь голубой цвет, волна. Она выполнена, обычно у нас цвет выполнялся там по печати, но здесь, именно в этой монете, была необходимость показать глубину воды. Была использована эмаль. По-моему, это очень удачный опыт, который дополнительную привлекательность этой монете придает. И другая вещь, если вы присмотритесь, монета довольно толстая. Вот. Это тоже у нас впервые применено. Такая форма, она называется пьетфорт. В переводе с французского «тяжелая стопа». На аверсе монеты Фазиля Искандера в круге меньшего диаметра, расположенного асимметрично, ближе к правому краю поля помещено рельефное изображение писателя. Слева изображено условное созвездие в виде 7 разновеликих восьмиконечных звезд. Ниже и в центре цифра 90. Цифры и звезды покрыты позолотой. Полукругом по периметру нижнего края монеты надпись «Фазиль Искандер» и годы жизни 1929-2016. Монета с Искандером, она была несколько лет назад, но я как понимаю, она пользовалась таким
такой популярностью, что сегодня она стала таким вот настоящим раритетом. И появились ее герои. А отдельно мне хочется сказать слово о художнике Адгур Дзадзарян. У Адгура есть то, что определяет Фазиль Искандер как этическое напряжение. Вот это тоже есть у Адгура, которое делает его серию абсолютно самостоятельными художественными произведениями, его даже эскизы. И сегодня мне хочется вспомнить Шазину Агарба, нашего большого друга, подвижника, который стоял у истоков стоянки человека в Абхазии. Вот то, что сегодня происходит, это лучшая память о ней. Тираж каждой монеты 300 штук. Все они изготовлены из серебра 925 пробы. Сария Кварацхеля, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. Председатель Госкомитета по делам молодежи и спорта Джемал Губаз отбыл в Оренбург для подписания меморандума о взаимопонимании с Федеральным агентством России по делам молодежи в области молодежной политики. Подписание состоится в рамках международного молодежного форума «Евразия Глобал». В рамках поездки также планируется посещение деловой площадки молодежного форума. Проект меморандума был утвержден Кабинетом министров 31 мая. Документ предполагает сотрудничество Абхазии и России по развитию дружественных и партнерских отношений в области государственной молодежной политики на всех уровнях. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра, во вторник, 7 июня, на территории Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром туман с моросью. Днем местами возможен кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью 15-20, днем 21-26 градусов тепла. Температура морской воды плюс 20 градусов. На этом информационный выпуск Камчевшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.